Дорогие зрители, предлагаю вам немного отдохнуть. И в связи с этим приглашаем на сцену председателя правления Союза писателей Хакассии Альбину Васильевну Курбежекову. Сейчас перед викториной будет маленькая разминочка. Все мы когда-то были махонькими, да? Вот угадайте, кто это с 3 раз. Говорите. Нет. Синельник. Правильно. Александру Ивановичу говорим, давай маленькую фотографию. Он говорит, нет. Он сразу родился такой. Да, Пашева Наталья Марковна, да. Кто это? Надежда Афанасьевна. Да. А это? Ну так вы знали чувство. Ну ты его знаешь, конечно, первым зачем ты говорил? Галина Григорьевна, правильно. Кто? Курбежекова, да. Это я. Это? Иванов. Нет? Снельников. Полежаев. Да, да. Валерий Викторович. А какой красавец. Майна Гашев, да, правильно. Всегда и дом. Фрозер. Такое? Такое? Нет. Это девочка. Соломатьева Надежда Лазаревна, да. Это девочка. Кто? Катаев. Нет, не Катаева. Нет. Еще? Ой, сдаемся. Сдаетесь? Сдаемся. Нет. Тарабарова Юлия Владимировна. А это красавчик. Правильно, ну прямо глаза куда денешь. Это маленькая такая девочка это. Гадайте. Ой, сдаемся. Валентина Гавриловна. Валентина Гавриловна, конечно. Это? Угадывайте. Татьяна Андреевна, правильно, Манигашева. Да, Манигашева Татьяна Андреевна. Все, да? А, там, я думала, еще одна фотография будет. Ну вот. А теперь уже сразу будут слайды, да? А, вопросы сначала, да. Так, теперь я хочу вам задать вопрос. Сколько романов написано на хакасском языке, в хакасской 3 литературе? закончены. И 2 не закончены. А назовите. Нет. И Костюкова. Костякова, да. И у Синекутёса в Каркене. Так. 4. Николая Доможакова, Рахалда. Моисея Романовича Боинова с поэмой в стихах. Роман в стихах у него есть. А 4-й, Костякова назвали, а 4-й я хочу сейчас хорошенько пропиарить еще одного нашего поэта-блогера, который уже завершает, и Манигашева Сергея Александровича. Он тоже сделал уже роман в стихах, только не издал он. Ну, делается, почти уже готов, там очень интересно. Только издание называется... Ну хорошо, Виктория Алексеевна заслужила. Выходите. Культура питания хакасов. Очень хорошая книга. Дальше. На хакасском.
Это мы вытащили тех, кто ранее написал. Мы еще про Султрекова скажем свое слово. А? Так, теперь по мотивам какого произведения был снят фильм «Последний год Беркута»? Татьяна Федоровна. Ну, молодцы, ну, учителя, ну, что поделаешь? Ну, теперь это для молодежи в основном. Какая горная гряда на фотографии? Ну, только... Кто первый сказал? Ой, трудно даже. Этот ряд говорит, что Соломачева Надежда Лазаревна первая сказала, этот ряд Султреков еще называют. Как же разделить-то вам? Наверное, девочкам надо все-таки уступить. Что сделать? Еще есть? Еще одна книга есть? Там, говорят, хватит. Ну вот, разделили. Ну давайте Татьяне Андреевне. Никому здесь Султрекову? Давай, Анатолий Егорович. В 2018 году литературный мир Хакасии будет отмечать несколько юбилейных дат. 10 августа исполнится 75 лет прозаику, переводчику, члену Союза писателей России Валентины Ивановны Тодышевой. 1 сентября отметит 70-летие прозаик, драматург, художник, культуролог, член Союза писателей России, заслуженный деятель искусств Хакасии Александр Иванович Катышеков, Александр Чапрай. 28 августа исполнится 55 лет поэту-блогеру, музыканту, члену Союза писателей России Сергею Александровичу Майнагашеву, Сибдейтону. 31 января отметил 50-летний юбилей прозаик, публицист, член Союза писателей России Юрий Юрьевич Абумов. А теперь поздравления от администрации Алтайского района. Приглашается на сцену Ия Борисовна Чанкова. Чанков. Из энергоразделгыс, поправлю, ребят, не от администрации, а от общественности Алтайского района. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучали по случаю Дня писателя в Республике Хакасия. Ну и хочу, что в лице поздравляя правление Союза писателей Республики Хакасия, и в лице всех писателей. Я вот смотрю, что они все присутствуют, и мне бы хотелось не только от себя лично, но от всех алтайцев поздравить вас вот с таким знаменательным днем, поблагодарить за активное участие, сотрудничество с нашим районом, с нашими коллективами. Я думаю, что это дорогого стоит. И сегодня о писателях Республики Хакасия знают и в селе Кирово, и в деревне Смирновка. Я уже маленький называю, не говоря про райцентры. И сегодня мы с большим удовольствием, все подарки, мы тоже делаем подарок, дарим наши сердца вам. И думаем, что и дальше будем с вами сотрудничать. Уже в этом году мы и начали. Поэтому спасибо большое. Здоровья всем крепкого, новых творческих успехов. И вот всегда думаю, же писатель это же не профессия.
Это не профессия, это что-то состояние души, наверное, и немного, наверное, даже вот этого сумасшедшенки. Если бы этого не было, наверное, и не было тех вещей, которые вот пишут наши писатели, наши поэты. Вот. И мы очень горды, что вот у нас в районе сегодня вот уже мы о нем говорим, что это не просто член Союза писателей России, это не просто представитель Союза старейшин кавказского народа, это и почетный житель Алтайского района Геннадий Матвеевич Маярков. Поэтому вот мы тоже желаем всего самого наилучшего и всякий раз говорим, через 5 лет надо, чтобы вышел сборник. Вот. И вам такие же пожелания, новых вам работ. Спасибо.